Июль 1941-го. 111-я стрелковая дивизия занимает оборону на Лужском рубеже. Свыше 30 дней и ночей бойцы отражают атаки фашистов, но силы, увы, не равны. В сентябре дивизия вынуждена отступить. Она попадает в окружение в 20 километрах от реки Волхов, недалеко от села Чудово. С каждым днем положение дивизии становилось все сложнее и сложнее. Кончилось продовольствие. Не хватало лекарств, перевязочного материала. В дивизии было довольно много раненых. Подполковник Рогинский послал несколько разведгрупп, чтобы выяснить, как можно выйти из окружения. Выходить из окружения решают постепенно. Для этого формируют 4 больших колонны. Первая в 20-х числах сентября подходит к Волхову. Но форсировать реку без согласования с основными силами Красной Армии, которые находятся на том берегу, нельзя. Огнем могут накрыть свои же. Командир дивизии отправляет группу разведчиков, чтобы наладить связь с центром. Никто из 3 солдат не возвращается. Тогда к реке идет 2-й отряд во главе с Николаем Оплесниным. Именно он принимает решение переплыть осенний Волхов. У берега уже появилась ледяная корка, из-за холодной воды перехватывает дыхание. Всплески слышат немцы и начинают стрелять. Но он доплывает. На том берегу его встречают и отводят в штаб. Босого, в рваных штанах и гимнастерке без пояса. Начинается мыторство Оплеснина. Ему не верят. Считают, что, возможно, он немецкий шпион, которого враг заслал расположение наших войск. С ним встречается командир 267-й дивизии, которая была расположена на противоположном берегу Камбриг, Зеленков. Зеленков связывается с командующим 52-й армией генералом Клыковым, и только там решается вопрос о том, что надо разработать план вывода 111-й дивизии из окружения. Чтобы сообщить детали операции, Оплеснин возвращается к своим, снова переплывает Волхов. Там руководство окруженной дивизии уточняет детали предстоящей операции. Остается сообщить на тот берег, что 111-я готова действовать и ждет сигнала. Оплеснин понимает командира без слов. Его ждет 3-й заплыв. Только на этот раз Николай Васильевич направляется к реке не один. С собой он выводит целый полк, которому предстоит первым вступить в бой. 29 сентября 111-я выходит из окружения. Высшее командование не может не заметить человека, по сути, спасшего целую дивизию. И в декабре 1941-го Николай Оплеснин получает звание Героя Советского Союза. Случай редчайший, потому что в 1941 году награды давали крайне скупо. Он вообще был очень хороший спортсмен, он был чемпионом города по лыжам, скажем, в 90-е, плавал хорошо. К слову, плавал Николай Оплеснин с ранней весны и до поздней осени. Зимой каждый день обливался холодной водой. Еще в школе возглавил лыжный поход из Сыктывкара в Архангельск. Возможно, именно эта закалка позволила ему трижды пересечь осенний Волхов. И еще понимание того, что от него зависит судьба целой дивизии – нескольких тысяч человек. Светлана Некрасова, телеканал Юрган.